Привет! Это программа «Отдыхаем в Коми». Между прочим, самая вкусная из всей истории наших путешествий. А знаете почему? Потому что мы отправляемся в гастрономический тур. Интересно, чем же порадует наша национальная кухня? Да, Республика Коми – это не только красивая природа, бескрайние поля и леса. Музеи, памятники и множество достопримечательностей. Это еще и вкусная, здоровая национальная кухня. Испокон веков пища горожан была самая простая – картофель, брюква, репа, редька, капуста, лук. А вот блюда финно-угорской кухни – грузди, оленина, семга по-коми, салат с редькой, бифштекс по-венгерски с овощами. Где же все это спрятано? Я решила начать свое путешествие с финно-угорского этнопарка. Ведь именно здесь организовали гастротур, во время которого и предлагают попробовать различные блюда национальной кухни. Что же, едем? Прежде заглянем на кулинарный мастер-класс в Коми-избу. Если женщина начинает хвалить свою выпечку, так их просто не уважают. Ой, что-то у меня не получается Да, сегодня. да, Тесто у нас тонкое, такая, дырочки там. Пока наши шанги пекутся в печи, заглянем в кафе «Финно-Угорья». Уютная летняя терраса с видом на бескрайние Ыбские поля готова принимать самых изысканных гурманов. Здесь мы и расположимся. Здравствуйте. Можно? Это, наверное, грузди, оленина, муксун. Глаза разбегаются. После прогулки на свежем воздухе хочется попробовать все. Ваш грибной суп. Белые? А где грибы собирали? В наших ибских лесах. Приятный своеобразный вкус нельзя спутать ни с каким другим. Вдвойне приятнее, что ингредиенты растут почти под окном. Не надо ходить в магазин. Вот оно, свое, родное. Однако визитной карточкой ресторана хочется назвать семгу по-коми. Вкуснее семги я еще не ела. Просто тает во рту. Сказать, что это вкусно, ничего не сказать. Рекомендую всем. А в это время испеклись наши шанги. Кстати, после первого фестиваля «Шанга-фест» их совсем недавно внесли на вкусную карту России. А в этнопарке появился новый арт-объект «Вкусная верста», который только начал пополняться разными указателями. Ну что, Ольга Николаевна, готова? Ой, долго же выходили. Шанги-то наши уже испеклись давно и уже остыли. Пахнет вкусно. Так, Можно вкусно. попробовать? Конечно. О, это я Обращайтесь. делала. Да. Хвалить себя не будем. В общем, хотите научиться печь коми-шанги, узнать несколько секретов приготовления национальных блюд, бегом на экскурсию в этнопарк. А мне тем временем пора возвращаться в город. Кстати, вот где в столице Коми можно приобрести северные деликатесы. Прямо в центре города. Форель, терпук, скумбрия, зубатка, горбуша. У вас все так вкусно. Попробуйте, пожалуйста. Здесь форель очень вкусная, наша местная. Наша, вот, да? Холодного копчения тоже наша местная рыбка, форель холодного копчения. Выглядит Тоже очень можно классно, да. Давайте заверните мне вот кусочек, и я еще, пожалуй, возьму вот это. Изобилие ассортимента радует глаз. Между прочим, рыбный стол горожан всегда был значительно обильнее, чем мясной. В пищу употребляли рыбу, которая ловилась в Вычегде, Сысоле и окрестных озерах. Щука, лещ, окунь, ёрш, плотва, елец, язь и другие. А в начале 19 века через Екатерининский канал в Вычегду попала стерлядь. Сначала местные рыбаки ее выбрасывали, считая морской змеей, но со временем признали. А самые обеспеченные слои могли позволить себе привозную рыбу. Думаю, наш стол был бы неполным без оленины. Кстати, купить ее можно прямо в центре города, возле кольца. Ну вот, пожалуй, это я и возьму. К слову, выбрать из продукции местного производителя есть что. Мясная, молочная продукция, хлебобулочные изделия, вода, морс, квас. Я хочу лимонад. Вот.
ищите товар с зелеными ценниками. Наш тур был бы неполный, если бы мы не заехали на хлебозавод. Надо же посмотреть, как печется наш хлеб. Приготовьтесь, здесь ждет настоящая экскурсия. Увидите своими глазами весь процесс от замеса теста до развоза хлеба. Но мы, конечно, оставили для вас самое вкусное. Это тесто для круассанов. Ой, как мне это по душе! Берем тесто, закладываем на линию, и получается готовый круассанчик. Обязательно попробуйте поколдовать сами. Получится, конечно, не с первого раза. Зато эмоций... Как только круассаны готовы, начинается самое интересное. Их нужно начинить сгущенным молоком. Если вдруг кому-то попадется круассан без начинки, то это я приготовила. Ну как? Как не попробовать свежую выпечку прямо с пылу с жару? Первый раз ем круассан на хлебозаводе. Не забудьте взять с собой чай в термосе. Гастрономический тур – это еще посещение гостевых комплексов, ресторанов, экскурсий, например, в одном из сельхозпредприятий, где вам расскажут о производстве овощных и цветочных культур в теплицах, о сортовых особенностях овощей открытого и закрытого грунта. Хотите все это попробовать сами? Обращайтесь к туроператору Финно-Угорский этнокультурный парк. На этом наше путешествие закончилось, друзья. Я наелась очень вкусно. Правда, мы с вами не успели посмотреть еще много чего. Но это уже совсем другая история. Отдыхаем в Коми вкусно. Я как-то попробовала. Берем треугольничек, закладываем. Еще раз берем. Получился! Это муксун. Ты